уже и все, уже остановиться. Сейчас зачитываю. Сейчас. Что в толпе? Давайте на свой. Я сейчас. Кинешь нам? Хорошо. А у кого что есть? Виктор Олег, дайте, пожалуйста, бесконечно. Он у меня Есть. Подожди, девушка еще. Мишка, сфоткай. Подойди к аппарату. Ты иди к нам. Нет, Рома. Ой, посмотрите, подпишите. Вместе с вами позволю говорить от лица нашей всей такой достаточно большой аудитории. Хочу сказать и героине не только белорусского народа, но и российского Дарья Добрачева, трехкратная олимпийская чемпионка, Сергей Чепиков, наш национальный герой, двукратный чемпион Олимпийских игр, двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябин. Представители разных поколений, но всех нас объединяет спорт, всех нас объединяет биатлон в данном случае. Я хочу сказать огромное спасибо за приглашение, потому что я лично в Сыктывкаре первый раз. И, конечно, то великолепие, которое мы сегодня видели на стадионе имени Раисы Сметаниной, посетили, я думаю, музей, прикоснулись к прекрасному во всех смыслах. Я, например, узнал очень много полезного для себя как комментатор, потому что Раиса Петровна рассказывала такие уникальные, удивительные истории. Радостно видеть такое большое количество молодежи. И хотим еще раз вас поприветствовать. Спасибо, что организовали такую прекрасную погоду, потому что по прилету мы вчера интенсивно с Сергеем разгоняли тучи руками, стояли над аэропортом, и нам это удалось сделать. Поэтому огромное вам спасибо, что пришли. И хочу поблагодарить организаторов зимней улицы, которые нас позвали сюда, спортивное руководство КОМИ Сыктывкара. Мы с огромным удовольствием здесь, мы получаем удовольствие от вашей теплой энергетики, от ваших улыбок. И спасибо вам огромное. Здравствуйте всем привет. Я так же, как, наверное, многие из гостей первый раз здесь у вас, в Сыктывкаре. И вот сегодня действительно нам устроили уже достаточно такую обширную программу. Я очень впечатлилась посещением музея Раисы Сметаниной. Очень много нового для себя открыла даже в этом посещении. Вот. Ну и сегодня мы постараемся помочь вам с хорошей атмосферой ощутить сами эту хорошую атмосферу. Ну и вообще всех вместе дружно отпраздновать праздник биатлона и праздник именно вот этот вот фестиваль «Зимняя Ибица», прекрасное мероприятие, которое, я думаю, зарядит всех энергией, зарядит энергией всех молодых спортсменов, детей, подрастающего поколения. И уже через какое-то количество лет вы услышите, мы увидим новых спортивных биатлонных звездочек именно отсюда, из Республики Коми. Сыктывкар всегда был центром лыжных видов спорта, да, очень много выдающихся лыжников вышло из этого города. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы здесь развивался биатлон. Для этого мы здесь, чтобы популяризировать этот прекрасный вид спорта. Всем нам очень понравился и лыжный стадион, очень стремительно развивается у вас инфраструктура спортивная, и это очень радует. Ну и, конечно, вот это место историческое, где мы сейчас находимся, тоже прекрасные виды. И я думаю, что никто из зрителей сегодня не разочаруется. Сегодня будут и биатлонные эстафеты с участниками из детско-юношеских школ, и олимпийские чемпионы, и чемпионки побегут, и розыгрыши призов, аукцион. Я думаю, что все мы сегодня будем активными участниками этого спортивного праздника. Всем спасибо.
я также, хотя некоторых ваших величайших спортсменов знаю уже чуть ли не 50 лет, но действительно первый раз здесь прибыл, вот приехал на вашу на родину, и настолько она захватывает. И на самом деле вспоминаешь, сам деревенский парень, также Вологодский, и настолько вспоминаю вот ту жизнь, те условия, но здесь ваша инфраструктура, конечно, вы знаете, вот, очень много сделали, хорошего, доброго. И вот я сейчас живу в Санкт-Петербурге, у нас такого нет, конечно, даже близко мы не подошли к тому, что у вас есть. Дарья сегодня говорила о том, что мечты должны сбываться, и вот мы видели замечательные кадры, когда наша любимица из Дружественной Республики Беларусь сфотографировалась с Раисой Петровной Сметаниной на фоне Кубка мира, который когда-то выиграла Раиса Петровна Сметанина в начале 80-х. Дарья трехкратная олимпийская чемпионка, была чемпионом мира, но вот с кубком пока не получается. И поверьте мне, Дарья, не будем загадывать, но вот эти аплодисменты, которые сейчас раздаются, ты непременно выиграешь Кубок мира, и пусть Кубка мира начинается в Сыктывкаре. Уважаемые друзья, это очень важно, как мне кажется. Практически остался один трофей, который Дарья называла, но сомнений нет, что это произойдет в ближайшем будущем. Я хочу сказать еще отдельно, уважаемые друзья, что вот очень важно, как мне кажется, в чем величие нашей Олимпиады в Сочи, когда начинают заполняться секции по абсолютно всем видам спорта. И мне кажется, что вот о чем Дарья говорила, о чем уважаемые наши олимпийские чемпионы из России рассказывали, что, конечно, пообщавшись сегодня с этими людьми, пообщавшись друг с другом, очень важно обратить внимание на те секции, которые работают, возможности привести детей, возможности посещать самим фитнес-клубы и так далее, и так далее. И вообще помнить о том, что все-таки физическая культура, как нас учили в институте физкультуры, это часть общей культуры человечества. Перед вами сидят люди, которые помимо спорта добились очень многого еще и в обычной жизни. Я сейчас поясню. Вот Анатолий Алябин, помимо того, что двукратный олимпийский чемпион, мой личный кумир, кумир миллионов, лейкплейсерский герой 80-го года, это блестящий педагог. Это человек, который воспитал огромное количество тренеров, просто граждан Российской Федерации. Про интеллект Сережи Чепикова говорить не нужно, потому что это без привлечения, он сейчас позволит мне сказать, один из самых образованных спортсменов не только в нашей стране, но и в мире. Человек, который меломан, рассуждает о музыке Рахманинова так же здорово, как рассуждает о первом альбоме моего любимого Ронни Джеймса Дио. Это я про металл уже. А что касается Дарьи, как у нас уже давно у журналистов ходит такая поговорка, если ты хочешь что-то спросить по-русски, подойди к Домрачевой, и она тебе умно и интеллигентно все расскажет. Поэтому это важно, уважаемые друзья, о пользе физической культуры, именно как культуры. Поэтому вот, пожалуйста, спортсмены, казалось бы, а какие молодцы. Дорогие друзья, буквально мы проводили год спорта в нашей республике, сейчас у нас идет год здоровья. Вот. И сейчас очень приятно, что мы сегодня собрались на Ибице и в рамках именно года здоровья осуществляем такую, я считаю, серьезный проект. Вообще Ибица, она многопрофильное такое мероприятие, но сегодня главным стержнем этого мероприятия является, естественно, развитие биатлона в нашей республике. Нельзя сказать, что, допустим, биатлона в нашей республике не было никогда. Есть давние традиции, но, к сожалению, они были утеряны. И вот мы сейчас как раз стараемся сделать так, чтобы такой прекрасный вид спорта вернулся в нашу республику, чтобы мы могли радоваться победами не только этих выдающих спортсменов, но, естественно, наших ребят, наших девчонок, которые могли бы стать достойными и их продолжателями. И вот сегодня мы стараемся сделать так, чтобы на самом деле мы все прикоснулись к этому великому делу спорта в качестве биатлона в данной ситуации. Сейчас мы имеем уже 2 спортивных таких стадиона, на которых у нас развивается биатлон, детские спортивные школы, привлечены высококвалифицированные спортсмены и тренера. И вот что самое главное, и что самое главное приятно, буквально за 1 год практически работы у нас наши спортсмены стали уже победителями Северо-Запада. Конечно, в сравнении с теми победами, которые имеют наши выдающиеся гости, это может быть казаться небольшим таким уровнем победы, но это первый шаг
которому мы стремимся, чтобы на самом деле наша республика была здоровой, чтобы наши спортсмены были одни из самых лучших в России. Поэтому давайте поддержим и наших гостей, потому что они делают выдающийся шаг для того, чтобы вот их примером мы заразились, чтобы их энергетикой мы были больны и шли вместе с ними к высоким идеалам олимпизма. Спасибо, что мы сегодня все собрались здесь. Дорогие друзья, но мы все каждую зиму произносим наш главный девиз Сыктывкара. Сыктывкарец значит лыжник. И он действительно соответствует той обстановке, которая сегодня есть. Те лыжные трассы, которые есть в городе, они переполнены. Люди действительно семьями идут туда, детишки занимаются в школах, в секциях. И мы проводим с вами конкурс «Сыктывкарская лыжня». И вот 6 апреля мы будем подводить итоги тех, кто протопал эти километры. Всем будут призы, это будет хорошее мероприятие, мы всех на него приглашаем. Ну и, конечно, наша главная задача, чтобы наше подрастающее поколение росло здоровым, и те идеалы, которые мы сегодня проповедуем, здоровый образ жизни, стремление к лучшему, так сказать, процветали в нашем городе. И поэтому вот такие встречи, как сегодня, они не случайные, это не просто шоу, это мероприятие призвано пропагандировать здоровый образ жизни, пропагандировать спорт, стремление к нему. И вот, как сказал Дмитрий Губерниев, действительно, это часть большой культуры. И поэтому надеюсь, что совместно мы сегодняшнее мероприятие проведем успешно. И дальше и вы, и ваши родители, и в будущем ваши дети будут вести здоровый образ жизни и будут заниматься спортом. Поэтому я всех вас поздравляю, вы все к этому, надеюсь, относитесь. И с сегодняшним праздником всех вас. Давайте, кто смелый, пожалуйста. Аргументы и факты. Елена Нелинова. Скажите, пожалуйста, обычно, когда гости А вы приезжают... кому задаете вопрос? Гостям. Всем. Гостям нашим, гостям. Хорошо. Аргументы и факты. Обычно, когда гости приезжают в регион, в другой, правило хорошего тона похвалить. Вы сейчас говорили очень много хороших слов про республику, а не могли бы вы более конкретно выразиться, что вам здесь понравилось, чего, например, нет, может быть, нет в других регионах, что вы отмечаете? То есть, да, красиво, все, спасибо, все хорошо. Снег белее, чем в других регионах. Кроме снега. Скажите, пожалуйста. Ну так, очень быстро может быть импровизировано. Ну, знаете, вообще, как только я приземлилась в аэропорту Сыктывкара, у меня сразу же возникла какая-то ассоциация с Ханты-Мансийским округом, Ханты-Мансийским регионом, потому что все-таки большую часть жизни я прожила в этом регионе, в городе Нягань. И я ощутила такую ностальгию, знаете, по вот этой снежной, солнечной зиме. С засилием дач, например, в моем родном подмосковном городе Сходне, где один круг 3-километровый асфальтированном лесу почему-то прервался, потому что непонятные люди посреди леса построили какие-то дома и так далее. Сгорела база лыжная, вот мы сейчас во время Олимпиады об этом говорили, вроде бы будут восстанавливать. Поэтому, конечно, в этом смысле великолепие полное. А что касается недостатков, конечно, у меня есть серьезные вопросы к тем людям, которые никак не сделают дорогу от Сыктывкара сюда, потому что это ужас. И, пожалуйста, напишите, пусть им будет стыдно перед нами, потому что вот Дарья привыкла в Беларуси ездить по хорошим дорогам, у нас так не всегда, к сожалению. Поэтому, товарищи общественные работники, если вы не почините дорогу, тогда мы вас не пустим на турнир мастеров просто. Молодец. Я бы хотел сказать, что с профессиональной точки зрения у вас великолепный лыжный биатлонный стадион, мы его посмотрели. Да, лыжероллерная трасса шириной 8 метров, такой нету нигде в России, так что вы в этом плане законодатели этой моды, в хорошем смысле этого слова. Но ведь детям главное, чтобы была мотивация, и мы видим сегодня на старт, на кубок Раисы Сметанины вышло 600 участников, а это, знаете, очень о многом говорит. За последние годы здесь построено у вас 11 лыжных баз, восстанавливаются освещенные лыжные трассы, чтобы люди могли заниматься и в послерабочее время. И я думаю, что вот это самое главное, чтобы все уже почувствовали, что здоровье нужно
сохранять, и лыжные виды спорта — это одни из самых гармоничных видов спорта. Ну и в том числе вот для нашего подрастающего поколения очень важно, что есть инфраструктура, есть материальная база, есть на чем готовить чемпионов. Спасибо. Что хорошего или плохого, вы знаете, в любом деле можно что-то найти или наказать плохого. Ну, нужно говорить, как бы, в первую очередь, конечно, хорошего. Я хотел бы сказать о тех спортсменах, о великих спортсменах, олимпийских чемпионах мира, которые, знаете, в своей республике, Коми, они не уезжают, они остаются здесь, потому что во многих регионах, переезжая с одного в другое место. Почему из этого проходит? Да потому что руководство региона, оно делает все возможное, чтобы эти спортсмены остались все дома. И они во многом помогают или подсобляют. Вот это очень самое важное. Я так думаю, даже и вот и в настоящее время то же самое. Так что спасибо вот руководителям разных регионов. Спасибо еще раз конкретно Коми, региону Коми. Спасибо. У нас ребята приготовили приезжать, которые в составе нашей сборной команды. Не все плохо. Дмитрий Губерниев проведет мастер-класс для журналистов. А может, это вопрос не мне, поэтому пусть задаст. Да. Давайте тогда... Дарья Домрачева вопрос. Дарья, скажите, почему вы не выступаете сейчас за сборную России? Почему вы решили гражданство, так сказать, белорусское взять? Значит, так сказать. Почему вы решили взять белорусское гражданство и что вас заставило уехать из России? Слушайте, взять гражданство Беларуси, это немного неправильно, наверное, выразились. Все-таки я родилась в Минске, и все мои корни в Беларуси. А наоборот, так случилось, что мои родители в своей молодости, в то время, когда появились мы, то есть я и мой брат, бросили такой вызов судьбе, себе и поехали покорять Сибирь, как молодые архитекторы, строить новые города. Вот. А что я вернулась обратно в Беларусь, то есть я знала с детства, и приехав в Сибирь, мы собирались прожить там буквально пару лет, но вот, как говорится, Сибирь затягивает, и прожили мы там 13 лет, но и сейчас вся моя семья живет в Минске, в Беларуси. Беларусь мой дом. Это белая Россия. Белая Россия, которая сохранилась. Спасибо за вопрос, но я потом журналистам вообще... Кстати, прекрасный вопрос, потому что Фуркат собирается выступать на чемпионате мира. Уляйдер Бьерндален выступала на Олимпиаде и этап Кубка мира выиграл. Дарья. Да, возможно. И, конечно, мне это очень интересно. И уже я слышала несколько приглашений от ведущих лыжниц сегодняшнего дня. То есть, я так понимаю, не мне одно интересно попробовать себя в лыжном спорте, но интересно лыжницам, девочкам соревноваться с ведущими биатлонистами. Но, возможно, это будет в следующем сезоне. Чемпионат мира. Чемпионат мира пока не планирую, но посмотрим. Вот чтобы, может быть, кто-то не знает, на самом деле, но Сергей Чепиков, он, помимо прочего, еще чем велик. Человек ушел на пике фактически славы, популярности и мощи своей биатлонной в лыжи. Стал там мастером спорта международного класса, выступал на чемпионатах мира, на Олимпийских играх, потом вернулся в биатлон обратно и выиграл серебряную медаль Олимпийских игр. В одной гонке стал 4-м еще. То есть такое могла себе позволить только Резцова Анфиса. Но Анфиса, как мы понимаем, женщина, а Сергей мужчина. Так что вот так. Саша, мне тоже оторви. Я понимаю, но я как бы свою жену дайте снять, которая... Дай мне два. Вперед, да? Сейчас, секундочку, секунду. Можно спокойно сказать? Вот рядом с Анфисой Рубцовой. Рядом с Анфисой Рубцовой. О. Дарья, посмотри, пожалуйста. Так, кладите, я сейчас все организую.
Можно я вас пока вашим маркером? Давай.